Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Дорогостоящая помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями в России станет доступнее. Фонд «Круг добра» создают в стране. В праздники безопасность особенно важна. Сотрудники МЧС проводят рейды на водных объектах. Сегодня рождественский сочельник. Якутская епархия подготовила ряд праздничных мероприятий для жителей столицы. Фонд помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями создадут в России. Его назвали «Круг добра». Это инициатива президента страны Владимира Путина. Фонд планирует пополнять средствами от повышения ставки НДФЛ для получающих свыше 5 миллионов рублей в год. В текущем году в фонд, как ожидается, поступит 60 миллиардов рублей, из которых 47 миллиардов планируется направить на лекарства для больных детей. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра». Напомню, что речь идет о том, чтобы использовать средства, которые будут получены в результате повышения ставки на физических лиц, НДФЛ, свыше для тех граждан, которые получают дохода свыше 5 миллионов рублей. Именно не эти 5 миллионов базовых, а все, что свыше 5 миллионов. Таким образом, мы получим дополнительный доход около 60 миллиардов. Договорились, что создадим фонд, о котором я уже упомянул, и направим его на эти цели, на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах. Тяжелее всего на себе последствия пандемии ощутили семьи с детьми, многие из которых остались элементарно без средств к существованию. О соцподдержке населения в условиях ограничений расскажет Ульяна Шагина. Для многодетной семьи Сафоловых единовременные выплаты стали неплохим подспорьем в этот непростой год. Главным приобретением стал еще один ноутбук. В семье трое школьников и без такой техники дистанционные занятия, на которые, к слову, с марта перешли все образовательные учреждения страны, были бы невозможными. Так как у меня 4 детей, 3 из них школьники, нам было очень трудно учиться во время дистанционного обучения. И при помощи государства в этом году мы смогли купить детям новый ноутбук, чтобы стало полегче. Также я очень рада ежемесячной выплате с 3 до 7 лет, так как такая поддержка очень важна для всех семей с детьми, в том числе для многодетных. Миллиарды рублей в этом году государство потратило на помощь семьям с детьми. Все мы помним, как президент страны Владимир Путин во время майского обращения к россиянам объявил об увеличении пособий по уходу за ребенком. Причем сумма пособия теперь не зависит от того, какой по счету ребенок, а сама сумма напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. Кроме того, глава государства предложил выплатить по 5000 рублей единовременной помощи семьям с детьми до 3 лет. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до 3 лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. В республике такую выплату получили более 41 тысячи детей. В июне порядка 200 тысяч детей от 3 до 16 получили по 10 тысяч рублей. Ну а уже в июле все дети от рождения до 16 получили дополнительные выплаты также по 10 тысяч рублей. Это всего 240 тысяч якутян. На эти средства из федерального бюджета только по нашей республике было израсходовано 4,9 миллиардов рублей. Огромные деньги, и это было сделано в очень короткие сроки. Семьи с детьми действительно являются одними из уязвимых слоев населения, и регион не оставил их без внимания в этот сложный год. Так, с этого года по линии Министерства труда и социального развития региона внедрена новая мера поддержки семей с детьми с низкими доходами от 3 до 7 лет. На сегодня уже подано более 60 тысяч заявлений. Из них на сегодня
более 40 тысяч уже получают эти меры поддержки. Теперь ежемесячную выплату в размере 17 660 рублей при рождении первого ребенка семьи получают до достижения ребенком возраста 3 лет, а не как ранее 1,5. С этого года семьи могут воспользоваться и выплатой в 15 тысяч рублей за счет средств республиканского материнского капитала «Семья». Многие из вышеперечисленных выплат сегодня можно получить в дистанционном формате. Сегодня практически все виды государственных услуг перешли в такой режим, а в Министерстве труда региона эта работа выполнена в 100% объеме. И в этом году, конечно, максимально постарались по тем мерам поддержки, по которым это возможно сделать и в технологическом плане, и в организационном, перевести на проактивный режим. То есть, когда человеку, в принципе, даже нет необходимости заявляться. Получили в этом году социальную поддержку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и отдельные категории граждан. Между тем, в регионе не забыли и совершенно другую категорию детей старше 16. Это выпускников 11 классов. Ну, все мы знаем, в каких условиях наши выпускники сдавали экзамены после дистанционного обучения. И по итогам единовременную выплату в размере 5000 получили 8153 выпускника в этом году. Между тем, государство до конца года решило еще раз поддержать семьи с детьми. Так, на декабрьской пресс-конференции глава государства Владимир Путин пообещал выплатить российским семьям с детьми до 8 лет по 5000 рублей. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Далее об актуальной эпидобстановке в Якутии. 120 новых случаев COVID-19 выявили в регионе за сутки, в том числе 50 заболевших в столице. В Мирнинском районе 11 случаев, в Алданском и Нерюнгринском по 9, в Мегино-Кангаласском 7 случаев. В некоторых других районах заболели от 1 до 4 человек. Печальную новость мы получили сегодня. На 71-м году ушел из жизни президент Торгово-промышленной палаты Владимир Членов. Видный общественный и политический деятель Владимир Михайлович практически всю свою жизнь посвятил работе на государственной службе. Начинал свой трудовой путь слесарем-инструментальщиком, занимал высокие должности в райисполкомах Булунского, Нюрбинского и Сунтарского районов. В разные годы работал заместителем премьера правительства региона, министром транспорта, министром торговли и советником президента Якутии. Прощание с Владимиром Членовым состоится завтра, 7 января в 12:00 в зале Лорб. С начала Нового года инспекторы ГИМС и МЧС проводят рейды на водных объектах Якутии. Так, сотрудники МЧС в усиленном режиме работают на ледовых переправах столицы. Особый контроль и патруль рядом с ледовым парком, который начал свою работу. В рамках этих мероприятий жителям и гостям столицы выдают памятные информационные листовки, а также ведут профилактическую беседу с населением о мерах безопасности на водных объектах. Сегодня мы находимся в городском парке, который у нас посещает очень много людей. А это все-таки водным объектом считается, поэтому мы непосредственно находимся здесь. Проводим профилактические беседы среди населения, детей. Проводим также профилактические беседы среди водителей автомобильного транспорта о профилактике, о недопущении выхода людей на лед, о травматизме возможном и всему тому способствующее. В Свято-Троицком храме города Мирного рассказали, как проведут священные январские праздники. Во избежание распространения коронавируса традиционные массовые гуляния отменены. Празднование Рождества Христова ограничится вечерним богослужением и литургией в ближайшую ночь. А вместо крещенского купания будет проведен молебен и освящение воды, которую принесут прихожане. Крупные церковные праздники мы старались сделать какие-то церковно-общественные мероприятия, будь то рождественский концерт, будь то в прошлом году мы делали мероприятие очень массовое, где-то 300-400 человек на территории храма у нас собиралось на улице, салют устраивали, там представления для детишек. Естественно, в этом году ничего подобного не будет, только богослужение. Вот если говорить о крещении, то, естественно, тоже богослужение обязательно будет проходить, стандартное освящение воды тоже будет, но вот такого освящения, как в прошлые года, когда в течение всего, там, например, 19 числа люди шли, мы постоянно освящали, вот здесь пока сложно сказать, потому что то предписание, которое
которые есть на сегодняшний день от нашего священноначалия, люди должны приходить со своей водой, и мы эту воду здесь освящаем. Между тем, якутская епархия подготовила ряд праздничных мероприятий для жителей столицы. Так, праздничное всеночное бдение намечено сегодня на 16:30. Проведет богослужение архиепископ якутский Еленский Роман. А божественная литургия, посвященная Рождеству Христову, начнется ровно в полночь. Завтра в 16:30 состоится рождественский концерт. Сразу несколько праздничных мероприятий запланированы на субботу и воскресенье. Верующим расскажут о таинстве крещения, пройдут божественные литургии, в том числе на якутском языке. В рождественский сочельник, когда за одним столом собираются близкие и родные, самое время приготовить что-нибудь необычное. Наш алекминский корреспондент Елена Фаст предлагает рецепт аппетитного праздничного безе. На пороге Рождество. Именно в эти дни, когда дома вся семья, очень хочется побаловать всех вкусненьким, но не из магазина. В одном из сюжетов мы знакомили вас с Мариной, чьи кондитерские шедевры подрадуют и взыскательного гурмана. О своем увлечении она говорит с огоньком в глазах. На самом деле сейчас очень бурно развивается кондитерская деятельность и очень много направлений в ней. Когда вникаешь, понимаешь всю обширность этой сферы, и мне хочется сделать и это, и то. Но я понимаю, что нельзя растрачиваться на все, нужно уже держать определенное направление. А хотя желания и порывы у меня постоянные. Ну а сегодня она готова поделиться рецептом безе. Кстати, на самом деле они тоже разные. В нашем случае швейцарская меренга. В небольшую кастрюльку наливаем 100 грамм яичного белка. Насыпаем 200 грамм сахара и, внимание, ставим смесь на водяную баню. Итальянская, французская и швейцарская. Вот мы сейчас будем делать на швейцарской. Постоянно помешиваем ее, пока сахар не растворится. Проверив готовность, переливаем смесь в чашу для взбивания и добавляем 1/4 ложечки, чайной ложечки лимонной кислоты. Взбиваем, пока меренга не приобретет устойчивые пики. Очень противная, капризная, потому что говорят, что... Теперь ваша фантазия и возможности. Выкладываем на лист и сушим в духовке 1,5-2 часа при температуре от 60 до 80 градусов, в зависимости, опять же, от вашей духовки. Это лакомство доступно для любого, уверена Марина. Главное – желание. Я не открыла Америку. Это все доступно, все в интернете есть. Просто, может, не каждый хочет погрузиться в это, увидев, загорится. То есть не обязательно для этого хорошая, крутая плита, там какой-то шикарный молочный миксер, это не самое. Абсолютно. В тех объемах, в которых я показала вам, это все доступно для ручного миксера, для обычной хоть газовой, хоть электрической плиты. Не нужен ни градусник, насадки, конверты. Можно сделать корнетики, да. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу это все новости. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся на телеканале Якутия 24.